Привет, YouTube! Меня зовут Вика. Сегодня мы будем готовить по случаю такого знаменательного события в Якутии. Это сбор дикого зеленого лука. Найден лук. Его еще называют полевой. В общем, я выбрала два якутских блюда, самые незамороченные, которые я умею готовить легко, просто потому что нужно отварить. Это уха из свежевыловленных карасей, раз, и два, это харта. Харта — это толстый кишечник говядины. Звучит сурово, да? Интересно? Поехали! Но прежде чем начать готовить, я покажу вам, как мы собирали полевой лук недалеко от реки. Вместе с нами была моя племяшка и, конечно, Чубака. Да, Чубака, неужто ты за луком не хочешь? Так. Музыку слушают. В прошлом году мы видели даже тут кальяны. Чижовки тусят. Что они делают? Просто тусят, да? Тут я будто в прошлое вернулась. Эта дорога не менялась таки, да? Так, я сейчас Чубаку буду выпускать. Ты снимешь, да? Найден лук. Вот он. Смотри, вот он, кругленький. Кругленький. Так. А вообще, наверное, его... Попробуй-ка. Я не хочу. Ну, я же его ела. Я хочу его помыть и потом поесть. Сегодня воскресенье, и здесь охотников на лук больше, чем самого лука. Вон, видите, сколько народу? Еще нашла? Аю. Вот изобилие. Правда, они такие очень тонюсенькие, да? Они молодые. Отличные. Вот еще. Ура, смотри. Да. Два. А вон стоят остатки корабля, который, насколько я помню, лет 20 тут уже валяется. Его один раз вынесло на берег и не смогли его забрать. Семечки. Вот они, будущие семена лука. А к нам девочки маленькие пришли с Чубаку. О май гад, он меня поливал. Тихо, Чубака. О, у него комары. Мальчик? Мальчик? Ага, столько комаров. Чубаку. Кровопийца. Я выгляжу, мечтаю. Никогда не получается хорошо одеться. Спасибо. Всего доброго. На самом деле я так тепло одета, потому что я болею. И сегодня такой ветерок очень хороший. Идеально для сбора лука. Прохладный.
проводить прям целые дни напролет, типа ставя цель насолить там мешок лука. Что для нас это всего лишь развлечение, удовольствие, как-то, не знаю, какое-то прикосновение к истокам, потому что издревле народ Саха каждую весну, получается, начало лета, после Николина дня выходил собирать лук. Я на самом деле очень люблю якутскую кухню с зеленым луком. Я могу просто есть хлеб, присыпанный с маслом и соленым зеленым луком. Это очень люблю. А вот мясные продукты, субпродукты, посыпанные зеленым луком, мечта. Сейчас как раз мы собрали лук и поедем варить харту. Ну, молодцы. Меньше, чем за полчаса, да? Ну, сколько мне здесь? Полчаса есть? Полчаса. Да. Все, домой. Ребенок должен спать в постели. О! Лучок долетает со своей харты. Лучок, харта. Харта, лучок. Ну а теперь, когда у нас есть зеленый лук и отварена харта, приступаем к готовке. Мы достаем караси из морозилки. Вот, спасибо нашей тете Анечек, которая уже почистила их, и вытащила желчь и толстый кишечник, и так вот заботливо замотала в пищевую пленку. Смотрите, мы их с утра разморозили, они стали мягкие. Самое главное, чтобы внутренности были мягкие, потому что когда варишь уху, у меня не раз такое было, если ты кладешь замороженные караси, то они не успевают полностью провариться внутри. Сейчас я их размотаю и опущу уже в горячую воду. А на заднем фоне у нас Петя купает ребенка. Мы должны вот-вот ехать на день рождения Петиной племянницы. Диана, привет, с днем рождения! Что получится? Все должно быть быстро и естественно. В общем, Петя мне не помогает снимать влог. Пока у нас варятся карасики, я буду резать харту. Карасики будут вариться примерно час, но это небольшое количество, и они сами не крупные. На небольшом. Я вот скоро пенку сниму и уменьшу огонь. Сейчас пока жду, пока они закипят. Поскольку я готовлю дома, то можно, наверное, волосы не убирать. Нож. Харта. Ну, пахнет она уже восхитительно вкусно. Правда. Раньше мне запах не нравился. Слишком специфический. Но сейчас я обалдею от него. Меня вызывает слюнки. Обильное слюнотечение. Запах харты. Вообще субпродуктов. Все, начинаем резать. Тоненько, тоненько. Вот видите, я сейчас... Нет! Я проворонила пенку. Ну, блин, вообще горе. Не, ничего страшного, все хорошо, сейчас все будет. Уменьшим огонек. Так, не too much. На троечке и все. Так, соль заготовлена, скоро будем солить. Идем дальше. Сейчас у нас лучок. Блин, для меня ужасное испытание снимать все самому. Блин, на заднем фоне мусор. Не смотрите. Не смотрите. Ну, что полюбуйтесь на мой второй подбородок. Я помыла досточку. И сейчас буду резать лук. Лук помытый, собранный. Так, что у нас сухой? Говорится, все в порядке. Якутская кухня очень суровая. Так, и надо взять якутский нож. Так. А я ленивая, я полностью возьму вот так вот тут. И не буду сильно париться. Так, и начинаем очень красиво резать. Так, еще раз тут желтушки нам мешают делать красоту. Так, ну все, я справилась одна сама.
Уху. Мы солим. Видите, там икра. Очень многие караси якутские икристые. И это в детстве прям... Я ела только икру в детстве. Да. На четверочку. И наблюдаем. Видите, уже такой вот жир хороший. Омега-3. А здесь у нас я накрою пленочкой. Так. Обычно так не делают, но я сделаю, потому что мы сейчас торопимся и уходим. Я в полуготовую уху, ну то есть осталось буквально минут 5 до готовности, добавляю зеленый лучок. Вот. Зеленый лучок. Открываю. О, посмотрите, сюда. Вот Петя присоединился к мне, помогает. Смотри, какая красота. Омега-3 плюс витамин С, который, кстати, спалит сейчас. Но фитоциды и прочие полезности, клетчатки, все останется. В общем, закрываем. Оп. И все. Ходим. Жирная, как всегда. Обожаю якутских карасей за их жир. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, поддерживайте канал про уникальный якутский быт. Скоро начнутся летние приключения. Обещаю, выйду на стабильную публикацию видео. Пока я одна работаю над этим, но я думаю, что все получится. Приятного аппетита, ребят. Пока-пока.